Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в такой замечательный день, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, нашего любимого русского поэта, солнца русской литературы. И всех литературы, кто любит поэзию, Пушкина. Во всем мире его любят, ценят. И почитатели его поэзии отмечают его день рождения. И мы сегодня собрались, чтобы отметить этот праздник. Перед вами два портрета Пушкина. Они попозже расскажет наш замечательный гость Татьяна Яковлевна Заглорова, заслуженный врач республики. Я бы хотела прочитать его слова в начале, чтобы его поэтическое слово зазвучало в начале нашего мероприятия. Я возбужал среди печальных бурь, и дней моих поток, так долго мутный, теперь утих дремотою минутный и отразил небесную лазурь. Мы сейчас вам покажем вот среду любимых, близких людей, его родных, чтобы почувствовать атмосферу, в которой вырос поэт. Пожалуйста, Артем Григорьевич. Все начинается с корней. Перед вами портрет Пушкина, Тропинин. Дальше, следующий слайд, пожалуйста. Это знаменитый Ганнибал, неизвестный художник, вторая половина XVIII века. Абрам Петрович Ганнибал, прадед Пушкина со стороны матери, абиссинец, воспитанник Петра I, получивший образование во Франции, военный-инженер, генерал-аншеф. Пушкин видел в Ганнибале сподвижника Петра I и относился к нему как к историческому замечательному лицу. Документы, сохранившиеся среди рукописей поэта, говорят о его намерении написать подробную биографию своего предка. Абрам Петрович стал главным героем незаконченного исторического романа «Араб Петра Великого». Далее, следующий слайд. Это Арест-Ефремский, знаменитый портрет Александра Сергеевича Пушкина. Следующий слайд. Так, перед вами отец Пушкин Сергей Львович. Отец поэта Сергей Львович гордился славой своего отца и очень высоко ценил его талант. Следующий слайд, пожалуйста. Это Державин, знаменитый поэт, который высоко с самого начала благословил поэта, когда он читал свое знаменитое стихотворение в Царскосельском селе. Он говорит, что появилось новое солнце русской поэзии, такое значение придавал. А это мать Пушкина, да, Надежда Осипова, рожденная Ганнибал, мать поэта, дочь Осипа Абрамовича Ганнибала и Марии Алексеевны Пушкина. Дальше. Вот знаменитое царское село, лицей, где провел свои отроческие годы Александр Сергеевич Пушкин. Именно здесь сформировалась его личность среди больших писателей, поэтов, замечательных людей, его друзей, которые благословили его, высоко ценили его как личность, как поэта. Именно здесь это он сформировался как поэт. Среди литературы французская, русская. Это очень значительный период жизни. Теперь я расскажу вам о том, какое значение имел Пушкин в творчестве якутских поэтов и писателей. Впервые якутяне ознакомились с произведением Пушкина в первой половине XIX века, когда в Якутию прибыли первые сильные декабристы Александр Бестужев-Марлинский в Якутск, Чижов, Андреев, Валёхнинский. Александр Бестужев-Марлинский – это был товарищ Полицеева, один из близких друзей Пушкина. Они получали журналы «Московский телеграф», «Сын Отечества», где печатались произведения Пушкина, в том числе глава романа Евгения Онегин. В конце XX века 20-летний юноша
Окончивший реальное училище, наша слава, Алексей Кулаковский так оценил творчество Пушкина. Пушкин обладал изумительной способностью понимать дух, положение, быт своей нации. Широта творчества давала возможность Пушкину переноситься в какую угодно эпоху времени и народности. Это было первое сочинение якутянина на тему о Пушкине. А в честь столетия со дня рождения поэта проводили различные мероприятия в Алёкминске, где сыграли его пьесы силами драматического кружка, в Вилюйске, Верхоянске, Среднеколымске. А в 1937 году, в столетие со дня смерти Пушкина, вышли переводы его некоторых произведений: «Сибирь», «Русалка», переводчик Илхана, а Багинский написал на якутском языке стихотворение Пушкина. Многие якутские писатели переводили стихи Пушкина: Васильев, Эляев, Торжангалый, Курастыров и другие. Большим событием для якутского народа стал перевод Евгения Онегина на якутский язык писателя-фронтовиков Макарова в течение 9 лет, изданной книгой в 1954 году в Якутске. А 200-летие со дня рождения Пушкина в 1999 году широко отметили в республике. Вышла книга Попова «Смена томата» Александр Сергеевич Пушкин и Якутия. Это первый опыт исследований переводов произведения Пушкина на якутский язык. Платон Алексеевич Аюнский, чье имя с гордостью носит наш музей, сделал первый перевод стихотворения Пушкина «Туча», когда он работал председателем язык в 1925 году. А второй перевод сделан в 1934 году Лев Кулачиков «Заключенный». На ивенский язык сказки, сказку о рыбаке и рыбке перевел Василевич. Салаткин перевел его повесть «Станционный смотритель» Дубровский. Пушкин имеет огромное значение для Якутии, как и для всей России. Пушкин говорил: театр должен угождать публике. А театральная пушкиниана началась в 1899 году. К столетию со дня его рождения в театре ставили сцены из его трагедии «Борис Годунов». Накануне 150-летия юбилея Пушкина Русский драмтеатр в Якутске показал зрителям пьесу «Каменный гость» постановки режиссера Элиса и художника Роматина в 1949 году. К 200-летию Пушкина в апреле 1999 году впервые в истории Русского драмтеатра города Якутска имени Пушкина на сцене были поставлены сразу 4 пушкинские миниатюры режиссером Степаном Иннокентьевичем Емельяновым. Поклонником Пушкина его сделал школьный учитель, коренной ленинградец Лыкман. Пушкинские строки: «И будут долго тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал», написано на фронтоне памятника Пушкину, установленном в сквере театра. Это главный критерий в выборе постановки пьес на сцене Русского театра. 2 премьеры из 6 выпускаемых театром в год для маленького зрителя детей. Все сказки Пушкина были поставлены на якутской сцене. Ходулов, народный артист СССР, читал на якутском языке стихи Пушкина. Пушкинские чтения в день его рождения, 6 июня, стали традиционными, которые проводятся перед театром. Вы, наверное, сейчас видели это пушкинские чтения. Любимая библиотека. А в июне 1949 года, когда в Якутии широко отмечалось 150-летие Пушкина, в Государственной научной библиотеке Якутской АССР было присвоено имя Пушкина. Директором с 1950 года работал
соратник первого государственного деятеля Аюрского и Амосова Богдан Михайлович Чижик. Он внес большой вклад в развитие библиотечного дела в Якутии, особенно в работе Республиканской библиотеки имени Пушкина. А 14 сентября 1925 года было принято постановление СНК ЯЗС председателя Амосов об организации Якутской национальной библиотеки, ставшей датой основания Национальной библиотеки РСЯ. Драматический театр имени Пушкина. Этот театр носит имя Пушкина с 1999 года. Когда мир весь отмечал выступление Пушкина в честь этого большого события, для Якутии в сквере театра был установлен бронзовый бюст скульптора Орехова. А вот видите перед вами портрет народного поэта, писателя, драматурга Ивана Гоголева. Он, как Пушкин, любил писать орлиным пером. И когда он был в Пушкине, он привез оттуда свой талисман. Портрет Пушкина был нарисован на орлином пере. Он сейчас у нас хранится в музее квартире имени Гоголева. Он имел огромное значение в его жизни. Пушкин был его поэтическим кумиром. Он, как и другие якутские писатели, поэты, посвятил ему свои произведения. Свои первые произведения, встречи с Пушкиным, вторая встреча с Пушкиным, он написал, когда ему было всего 18 лет. Отсюда и восторженность, обращение к святому имени кумира, общий романтический настрой поэмы. Он очень точно подметил, как отмечают поэт Василий Сивцев, другие поэты и литературоведы, основной жизнеутверждающий дух поэзии Пушкина, его верность народным чаяниям, любовь к простому народу и веру в лучшую долю Якутии России. Строки Пушкина были бесконечно близки ему, а Пушкин был великий жизнелюбец. Но не хочу, о други, умирать, я жить хочу. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Это жизненная кредо Пушкина творить и мыслить для народа стало для него путеводной звездой. Он часто обращался к его стихам, перевел на якутский язык его стихотворения. Его первый роман в стихах «Солнечная гора», знаете этот роман «Солнечная гора», он посвящен, он так же, как Пушкин, он онегинской строфой написал его. Этот роман с восторгом встретили его соратники и друзья, а за роман он сказал, что сооружено каменное здание якутской поэзии, а наше произведение Юрте. Он вытащил ассигнации, и стали все друзья с восторгом отмечать выход этого произведения. Это исторический факт. В последние годы он с головой погрузился в одухотворяющий мир великого поэта. А Егор Сидорович Сидоров, выдающийся исследователь, востоковед, ученый, исследователь, он утверждает, несмотря на эпоху, на отдаленность эпох, Гоголева с Пушкиным родит звезда гений, судьба гений и боль за эпоху, за человека. А я почитаю сейчас его стихи, посвященные Пушкину. «Стал я жить с этих пор радостью страданий эпохи моей многотрудной, жестокой эпохи моей. Как и Пушкин, поэт, рыцарь любви. Что же со мной такое? Ведь на висках седина, мне не дает покоя нашей любви весна. Как нежно луна освещала черты дорогого лица. Есть у любви начало, но нет у любви конца». Как и Пушкина, власть имущие не очень жаловали Гоголева, говорит Егор Сидоров. Порой хватало у него всякого. И по сей день еще случается людьми с изъеденной душой, как личный крах воспринимает талант чужой и дар чужой.
Так же, как Пушкин, Гоголь, борец за человеческое в человеке, в утверждение добра и любви, может с полным правом сказать: «И буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век прославил я свободу и милость к падшим призывал». Об этом его последний роман, над которым он работал более 20 лет, «Манчары». Он, как и Пушкин, борец за человеческое в человеке, в утверждение добра и любви, может полным правом сказать, что именно этому посвящена его лира. Особенно сейчас, когда всем нам так необходимо человеческое в человеке, утверждение вечной ценности, добра, красоты и истины. Не об этом ли говорил великий Пушкин, мечтая о времени, когда народы распри позабыв великую семью объединяться. Сейчас это очень важно. И о значении Пушкина в русской литературе очень хорошо сказал Максим Горький, великий русский писатель. Он осветил своим творчеством, личностью суровую землю и стал солнцем русской литературы. Спасибо за внимание. А сейчас мы слово представляем Татьяне Яковлевне Заглоровой, заслуженному врачу республики, семейному врачу, нашему давнему другу, нашей любимой Татьяне Яковлевне Заглоровой. Пожалуйста. Ну, всех приветствую, присутствующих, благодарю, что пришли, разделили нашу радость. Я думаю, что всем будет приятно побывать здесь, послушать, посмотреть, пообщаться. Я хочу вас поздравить с Пушкинским днем, с Днем русского языка. Сегодня исполняется 224 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В следующем году давайте мы будем встречаться, когда ему исполнится 2 века с четвертью, 225 лет. Поэтому давайте мы будем готовиться, и на следующий год мы, наверное, большим коллективом, большим желанием мы здесь встретимся. Тема сегодняшнего моего выступления, коротенького, это портреты Александра Сергеевича Пушкина. Ну, нам всем они известны, наиболее известны вот эти два портрета кисти Парпинина Василия Андреевича и Кипренского Александра Адамовича. Ну, небольшое вступление об эпохе Пушкина. Само по себе явление Пушкин в нашей стране, это, конечно, такое, ну, как говорится, большое видится на расстоянии. Мы сейчас многое видим, чего, может быть, не видели люди, его современники, да? Тем более близкий круг, который разделился на друзей, на врагов. И это все, в общем-то, как-то, в конце концов, имело значение, имело смысл и так отпечаталось на судьбе нашего литературного гения, что мы до сих пор его изучаем, все читаем, все открываем новое. Такое, и мне кажется, что с каждым годом мы открываем для себя все больше и больше, но я лично на своем примере это ощущаю. Вот. И я хочу сказать, что вот в редкую эпоху личная судьба человека так тесно переплеталась вот, с историческими событиями, событиями с государственной историей, с историей народов. Вот как это происходило во времена Пушкина. В своем стихотворении, которое он посвятил очередной годовщине выпуска из лицея, это в 1831 году, он писал: «Давно ж, друзья, но 20 лет тому прошло, и что ж я вижу? Того царя живых уж нет. Мы жгли Москву, был плен Парижу, угас в тюрьме Наполеон, воскресла греков древних слава, с престола пал другой бурбон. Так, дуновение бурь земных и нас нечаянно касались». Вот сегодня праздную 224-летие Александра Сергеевича, вот в течение которых уже мир знал
знает Александра Сергеевича Пушкина. Вот он прожил из этих 224 лет всего лишь 37. Это так коротко, даже сейчас тем более, и тогда, казалось бы. Он был полон творческих планов, но трагическая судьба оборвала его жизнь. Вот эти недолгие годы, так очень условно разделяются Лотманом Юрием Михайловичем, нашим культурологом с мировым именем, библиографом Александра Сергеевича, пушкинистом, на 9 периодов. Это годы юности, петербургские годы, это 1917 и 20 это годы после окончания Царско-сельского лицея и убытия его на юг под благовидным предлогом, на самом деле это в южную ссылку. Следующий период это южная ссылка с 20 по 24. Дальше более суровая ссылка Михайловское родовое имение, которое продлится 2 года с 24 по 26. После ссылки период с 26 по 29. И отдельным периодом его жизни Лотман выводит 1830 год. Это судьбоносный год для Александра Сергеевича. В этот год наконец-то решилась его судьба. Он женится на Наталье Николаевне Гончаровой. У него здесь появляются совсем другие, очень серьезные намерения. Он издатель, у него планов очень много. Следующий период – это Болдинская осень, это продуктивный период. Вы знаете, вы сами понимаете, что каждое заточение или ограничение свободы Александра Сергеевича выливалось в огромное количество, и его вообще выливалось в творческую энергию, что в Михайловском, что в Болдинскую осень он написал огромное количество таких прекрасных произведений. После Болдинской осени это новая жизнь, и потом последние годы. Вот всего 9 периодов, 37 лет. Из этих 37 лет 18 лет это годы юности. А меньшая часть это более зрелый период. Вот эти все 37 лет, начиная от рождения и заканчивая его смертью, они составили для нашего государства российское очень большую эпоху. Это просто эпоха, которая называется Пушкинская. Это не только понятие такое культурологическое, это понятие и социальное, и государственное. И вот эта вот эпоха, она мало-помалу, скрипя, как говорится, стала называться Пушкинской. Вот все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерствующие дамы, люди, которые принадлежали кругу высочайшего двора, министры, аншефы и не аншефы, они постепенно стали именоваться пушкинскими современниками. Понимаете, вот там даже я вот как-то разговаривала и все, хочу узнать, как хорошо мы помним, да? Вот это пушкинские современники. Вот кого не пальцем видите такое выражение, да, это все пушкинские современники. Сегодня буквально задавала одной даме, но она вообще такая разумная, говорю, скажи, пожалуйста, вот ты знаешь Александра Михайловича Горчакова? Это канцлер, это последний канцлер Российской империи, нынешний это министр иностранных дел, который сделал огромный вклад в международные отношения, и вот трудами были достигнуты такие переговоры. Это вот Россия, она просто вышла из того провала, который был после Крымской войны. Спрашиваю, вот знаешь, вот Горчаков, ты его знаешь, самое, да? Она говорит, Горчаков, в общем, делает вид, что она его знает. Ну хорошо. Я говорю, ты знаешь, вот это самое, он же учился в Пушкине. Он же пушкинский этот, так сказать, поэт, царскому сокурсник. Понимаете, вот это вот и много-много. Вот до чего пальцем, образом выражаясь, это не коснулся Александр Сергеевич, вот теперь это все каким-то образом, оно имеет значение, смысл. Вот. И постепенно, в общем-то, эти вот люди с
все эти вот министры, они вот теперь у нас именуются пушкинские современники. В общем, затем они просто опочили в карточках именных указателей изданий, пушкинских изданий. Вот Александр Сергеевич, он победил и время, и пространство. Вот теперь мы говорим пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже вообще к литературе, из которой вышел Александр Сергеевич, вообще прямого отношения уже не имеет. Это нечто другое, как вы понимаете, да? Вот. В дворцовых залах, где танцевали вот вышеуказанные августейшие особы, где они сплетничали о поэте, их уже там нет. Их тени исчезли. В этих залах висят портреты Александра Сергеевича Пушкина. Стоят его книги, хранятся книги. Вот. Вот, а великолепные дворцы и особняки, которые они владели, теперь они имеют несколько другой статус. Значит, и теперь говорят, вот в этом, значит, был Пушкин или не был там Пушкин. А все остальное уже мало кого интересует. И вот самое интересное, что вот император России, Российской империи Николай Павлович, он в этих белых лосинах очень величественно так красуется на стене музея, носящей имя Пушкина. Того Пушкина, которого он там как хотел, так и гнобил, да? Вот. Вот так вот все у нас. И всякие письма, дневники, рукописи, они начинают цениться, если появляется в них слово, такое магическое слово, Пушкин. Вот. И напрасно некоторые люди думают, что десятки рукотворных памятников могут заменить тот один нерукотворный, который создал себе Александр Сергеевич, и который на самом деле он, конечно, крепче, тверже любого медного. Это вот предисловие, которое я хотела сказать. Вот. Я вас познакомлю вот с его такими небольшими периодами жизни, событиями жизни, которые произошли с Александром Сергеевичем в 1825 году, в 26 и в 27. Но это в связи с тем, что были созданы вот эти вот портреты. Вы знаете, что когда он находился в Михайловском, он там угодил по воле Воронцова, губернатора Одесской области. И вообще Пушкина уже в 24 году боялись. Ему было 25 лет всего лишь, да? Потому что он был жутко, особенно он там необычайно популярен. Вот в середине ноября 1824 года на стол царю легло, ну там списки, которые въезжают в Петербург. Он эти списки читал, знаете, удивительно, да? Так вот, кто приехал в Петербург, читает царь. Но тем не менее, значит, он этим занимался, и вдруг он натыкается на фамилию Пушкин. Это очень сильно его взволновало, даже встревожило. Вот, и он вызвал своего министра и, значит, спросил: это что за Пушкин? Он говорит: это не Александр Пушкин, это Лев Пушкин, это младший брат Александра Сергеевича. Вот. Но тем не менее он дал распоряжение, чтобы конкретно узнали, что это за Лев Пушкин, кто он такой. Вот. Вот настолько просто даже одна фамилия вводила в такой диссонанс самого государя. Но тем не менее, Пушкин в это время жил в Михайловском. Вот. И здесь его посещает его лицейский друг Иван Пущин. Вы знаете, что с лицейских лет у Пушкина сохранилась дружба со многими, но ближе, чем Антон Гелик, Иван Пущин, у него фактически никого не было из лицейских друзей. Там его и посетит еще и Горчаков Александр Михайлович, но это будет несколько другая встреча. Но тут, когда Пущин узнал, что
Пушкина заточили, образно выражается, в Михайловске, он стал подумать, как бы к нему проехать. Но поскольку Пушкин был под надзором, под двойным надзором, административным и духовным, за ним следил и поп Иона, и следила там представитель дворянства. Тем не менее, в общем, под благим предлогом Пушкин в рождественские дни поехал к родственникам. И от них уже потом ночью, возвращаясь в Петербург, он заехал к Пушкину, провел у него только один день. Этот день они проговорили, конечно, и следующую ночь он уехал. Но самое страшное, значит, стало известно, что в самом доме у Пушкина есть предатель. Вот он приехал ночью в Пущин. И вдруг, значит, там днем к нему прибегает уже вот этот смотритель духовенства Ионы, значит, спрашивает: ой, а вы ли там, я услышал, что приехал Пущин, значит, не вы ли там, значит, родственник этого генерала, которого я хорошо знаю, вот, оказалось, что совсем, значит, там не родственник, но тем не менее, значит, и этим вот были уже, это было как свидетельство, так что в самом доме уже был до ночи, вот, прямо никто не знал, а тут сразу же кто-то сбегал к этому, ему не доложил. Вот приехал Пущин. Всего лишь один день, и они расстались. Второй друг, он, можно сказать, вот он духовный первый, барон Антон Дельвиг. С Пушкиным они также учились с самого начала в лицее Царско-сельском. И никто так хорошо, так глубоко не понимал Пушкина, как Антон Дельвиг. Они были очень близки, они дружили, они понимали друг друга, они тянулись друг к другу. Это Дельвиг в своем стихотворении в 1815 году, стихотворение будет называться «А.С. Пушкину», он ему скажет вот эту великую будущность. И в этом стихотворении он его назовет уже бессмертным. После визита Пушкина Пушкин очень ждал, конечно, но вы знаете, что он жил один. Он разругался с семьей, потому что отец вызвался за ним следить. Это Александр Сергеевич узнал, они поругались. В общем, все его покинули, остался он с Ариной Родионовной и со своим дядькой Козловым. Вот, и он жил один. Ну, представляете, это глушь, что после, вот, даже после Юга, после Молдавии, после Одессы. Это просто глушь. Как он так писал? Глуши, да. Ну, не буду сейчас вспоминать. Да. Вот он там очень сильно от одиночества страдал. И вот он ждал Дельвига. Ждал, переписывался. Дельвиг ему обещал, что я приеду. В общем, уже прошла весна 1725 года. Но в 24 году, вы знаете, в Санкт-Петербурге случилось это трагическое, огромное такое сильное наводнение. Дельвиг тогда издавал альманах «Северные цветы». Вот, уже все было готово, и уже были изданы вот эти тетради альманаха «Северные цветы» на 1725 год. И это все этим наводнением было испорчено. Пока это все, значит, там поправили. Вот у него было очень много дел. Потом внезапно приезжает отец и увозит его на родину в Белоруссию. Вот, и все это приезд Дельвига откладывается. Но он все обещает, что я приеду. Уже Пушкин дошел до такого состояния, что он пишет своему брату Льву: где Дельвиг? Где Дельвига? Очень интересно, там он пишет. Удивительно, что я Дельвига хочу, вот потому что вот у него было, видимо, такое состояние, потому что вот более откровенный, он только с Дельвигом мог быть откровенным, настолько, больше ни с кем. Вот. Но никак Дельвиг не ехал, и до Пушкина доходит известие о том, что Дельвиг уехал в Беларусь, там заболел и умер. Пушкин этому не поверил. Он взял большой лист бумаги, написал: Дельвиг, жив ли ты? Запечатал конверт
и по почте отправил. Вскоре приходит оттуда письмо от Делика. Большой радости Александра Сергеевича Делик объясняет, что действительно вот эти череда событий не позволяла ему, значит, приехать в Михайловское. И говорит, вот он уже вознамерился, вроде как ехать где-то в марте. Вот, но тем не менее, он заболел воспалением легких, слег, но, к счастью, его вылечили, он обещал приехать к нему в пасхальную неделю. Ну, так оно и случилось. Делик приедет в Михайловское именно вот в такие апрельские дни. Дней они провели вместе, вот 10 дней. Это вообще был такой период для него радостный. Общались, спорили, читали стихи, играли в бильярд, посещали соседей Пушкина в Трегорском. Вот 10 дней они промелькнули. И после этого Пушкин уже напишет в своем стихотворении 19 октября 1825 года, это годовщина лицейская, он напишет такие проникновенные строки. Когда меня постиг судьбиный гнев, для всех чужой, как сирота бездомный, под бурью поник главой я томной, и ждал тебя, вечом Тернерский гнев. И ты пришел, сын Лени, вдохновенный. О, Делик мой, твой голос разбудил сердечный жар, столь долго усыпленный, и бодрая душу, и бодрая судьбу благословил. С младенчества дух песен отгорел, и дивные волнения мы узнали. Злодеянчество, две музы к нам летали, и счастлив был их лаской наш удел. Но я уже любила рукоплескание. Ты гордый пел для муз и для души свой дар, как жизнь, я тратил без внимания. Ты гений свой воспитывал в тиши. Служение муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво. Но юность нам советует лукаво, и шумные назрастают мечты. Вот. Делик преклонялся перед гением Пушкина. Вот, и я уже сказала, что он первый из лицейских, он привлекал ему вот эту великую будущность. И как это воспринял Делик? Делик очень хотел увидеть Пушкина, он его любил. И вот уже в поездке, буквально в поездке, уже в дороге в Михайловское, он уже на последних верстах до Михайловского, он все сидел в повозке, вертелся, но мало замечал все вокруг и все улыбался своим каким-то мыслям. Он всегда видел как-то со стороны вот эту глупую улыбку такую, вроде как ничем не оправданную, но ничего с собой сделать не мог. Вот. Потом эта же улыбка будет сопровождать его все 10 дней, когда он будет в Михайловском. Он просто глядел на это родное, дорогое лицо Пушкина и никак не мог наглядеться. Вот он просто, знаете, он так скучал, вот оно, это лицо, вот наконец-то они вместе, вот наконец-то у них этот контакт, вот этот душевный, да. Вот, и потом уже, когда он переехал в Петербург, и ждал Александра из ссылки, он отмечал, что тучи над Пушкиным, они не рассеиваются. И это очень его тревожило. И когда уже Пушкин в 26 году, его, как вы знаете, император призвал к себе на свидание, вот, пригласил на аудиенцию, его буквально с Михайловского вытащили, приехал туда нарочный, вот в чем был Пушкин, потом его погрузили, так сказать, в повозку и прямо доставили царю. Вот после этого, значит, царь ему сказал, да, они долго беседовали, царь сказал, что он, да, после этого, что Пушкин умнейший человек в России, да, он, значит, берет на себя цензуру его стихотворений. Пушкин вроде как, ну, я думаю, что у него это было, конечно, радостное событие, что выбрался из
Михайловского, но тем не менее, вот эти вот уже, он только-только выехал из Михайловского, но тут же его стали таскать по канцеляриям, буквально, и стали, значит, ему требовать объяснения, чтобы он растолковал слова, которые он написал в стихотворении, посвященное Андрею Шенье: «Убийцу с палачами избрали мы в цари». И это вот эти вот вроде как одна строчка будет долго еще ему, так сказать, висеть над ним дамокловым мечом. Будет открыто дело, и оно будет долго расследоваться, долго оно будет существовать, и Пушкин будет это все знать. Вот, и когда Пушкин уже вернулся в Петербург, сначала он приехал в Москву, это потом он уже будет в Петербурге. Я сейчас приведу его жизни после Михайловского в Москве. Он приехал в сентябре 1826 года и остановился у своего друга Соболевского Сергея Александровича. Это библиофил, библиограф, издатель. Вот. С ним они были очень близки. Соболевский учился вместе с его младшим братом Львом, потом они познакомились и сблизились. Настолько, что Соболевский мог, как считают, именно Соболевский мог бы расстроить дуэль Пушкина с Дантесом. И даже Андрей Дмитриевич Дементьев написал на эту тему стихотворение: «А мне приснился сон, что Пушкин был спасен Сергеем Соболевским. Его любимый друг дуэль расстроил друг с достоинством и блеском. Дуэль не состоялась, лишь только боль осталась. Дошло Великосветский, что так ему постыл. К несчастью, Соболевский в тот год в Европу жил». Вот он остановился у этого Соболевского и жил у него, он вообще в нескольких местах жил, но больше он жил у Соболевского на собачьей площадке. И Соболевский, он вообще очень такой практичный был человек. Он подумал, что да, они все видели, что Пушкин велик, что он намного, так сказать, превосходит свое время. И первый вот Соболевский, который смекнул, что надо сделать портрет. До этого, по-моему, в 23-м году, значит, был написан первый портрет Пушкина, но Соболевский пригласил к себе Василия Андреевича Тропинина и попросил его сделать портрет. Тропинин откликнулся, пришел к ним прямо в дом Соболевского, застал Пушкина, значит, в комнате. Пушкин возюкался с щенками, значит, собака Соболевского ощенилась, они там играли. В общем, у него такая приятная вроде встреча. И Тропинин написал портрет Пушкина. Вот этот. Да. Это вот такой интимный портрет, да. Он сидит в халате, рубашка с распахнутым воротником, это такой шарф так больно повязан. Сидит, облокотившись на стол, на бумаге, впереди рука, на которую мы видим там два перстня. На большом пальце и на указательном. Так вот взгляд устремлен, вроде как совсем далеко, и вроде бы внутрь себя о чем-то думает, и в то же время он смотрит в пространство. Этот портрет был написан зимой, это где-то в январе 1827 года. В то время были очень модные халаты, и кто только в халатах не позировал, и кого только в халатах не зарисовывали художники. И сам Василий Андреевич Тропинин свой автопортрет написал в халате. И Арес Адамович Кипренский тоже имеет свой автопортрет в халате. И Петр Андреевич Вяземский тоже в халате. В общем, кого только в халатах мы не можем увидеть вот, в это время. И Пушкин сидит в таком красивом халате, и это вот такой вот вроде как свободный стиль. Это вот халат как признак
творчества, творческой интеллигенции, такое, если там так называлось, и люди творческого труда, они все ходили в халатах. Это было зимой. В районе наших дач. Потом переезжает Метров Пушкин в 6-7. Санкт-Петербург, в связи с тем, что в Москве там его так, после ссылки не очень, ну, там много было таких ситуаций, от которых он уехал в Петербург. И там они вот, встречаются с Зельвигом, и Зельвиг понимает, что дело с этим стихотворением Андрея Шанини не закрывается. И вообще не равен час, что Пушкина опять могут сослать куда-то, и придется надолго прощаться. И он просто умолил Пушкина позировать Кипренскому для портрета. Пушкин согласился. На сеансе Пушкин ходил в мастерскую Ореста Кипренского, которая была в доме графа Дмитрия Николаевича Шереметьева. Дмитрий Николаевич Шереметьев — это сын Николая Петровича Шереметьева, героя войны 1712 года. Это его сын и его жены, актрисы Ковалевой-Жемчуговой. Ну, к сожалению, этот вот их сын, он очень рано остался сиротой, мать умерла, когда ему было 4 года, позже умер отец. И он потом воспитывал своих родственников, но он носил, конечно, его графа, и поэтому судьба его достаточно счастливая. Но, тем не менее, значит, он покровительствовал художникам, собирал произведения искусства. И когда вернулся Орест Кипренский из своей европейской экспедиции или увлечения, он его приютил. Я хочу немножко остановиться на биографии Ореста Кипренского, потому что вам интересно. Да. Орест Кипренский, он незаконно рожденный. Отец его помещик, мать крепостная, но это дело скрыли для того, чтобы, значит, передать, дать возможность ему учиться. Вот, дали его фамилию Кипренский, отчество у него Адамович. Вот. И мальчик очень талантливый, было рано замечено, что он хорошо рисует, и мальчика буквально определили сначала в художественном там училище, а потом в Академию художеств. Ну, в силу высокого статуса Графского Ивановича там учился. Он быстро, он закончил, он настолько успешно учился, настолько он талантлив, что по окончании он получил какой-то отличившимся. В окончании им дарили, награждали специальными шпагами. Вот он там какой-то драгоценной шпагой был награжден, и ему светило поехать в Италию на учебу. Он очень был рад, но, к сожалению, в те времена уже Наполеон под себя подмял Италию, это война, и поэтому, значит, к сожалению, он остался в России. Он не потерялся, он стал писать портреты. Сначала просто людей, которых он знал, потом, значит, уже героев войны 1912 года. Этим он прославился. После этого, в общем, как раз все это, Наполеон был повешен, и он поехал в Италию. Поехал он пенсионером, то есть он поехал на государственные деньги, на определенное время, на 3 года. Он там провел 3 года, учился во Флоренции, в этих всех культурных городах. В конце концов, ему там так понравилось, он там уже 2 срока отучился на пенсии и еще хотел учиться. Да, и, значит, ему сказали: давайте идите обратно домой. Он приехал, но за те годы, пока он там жил в Италии, набирался мастерства, европейской культуры. У нас в Москве, и не только в Москве, вообще у нас уже свои художники, портретисты. И его там встретили, да, он приехал, но так с прохладой его встретили. И он оказался как бы и не удел, потому что были востребованы другие художники. Но тут вот этот Дмитрий Николаевич Шереметьев его приметил и пригласил себе, и он сделал его своим личным живописцем. Он жил в его дворце на Фонтанке, там у него была мастерская,
И там он благополучно жил, и у него потом появилась клиентура, и он опять вроде бы вернулся и над ним заседал. Вот туда и пришел Александр Сергеевич позировать вот для этого портрета. Кипренский работал месяц над ним. Через месяц портрет был готов. Вот, ну, еще в процессе писания этого портрета Дельвик приходил, смотрел, и в один из своих приходов он попросил Кипренского нарисовать, в смысле, вот, здесь мы видим, ну, не все полностью видно, значит, ну, совсем по сравнению с портретом Тропинина он другой. Это вроде как официальный портрет, да? Он такой здесь строгий. Он здесь вот в таком одеянии. На плече у него шотландский плед, как признак, ну, как свидетельство того, что он очень любил этого поэта по фамилии Байрон. Вот, и в один из своих приходов, в смысле посещения этого художника, Дельвик попросил нарисовать музу. Значит, где-то там на заднем плане изобразить как символ его поэтического поприща. Ну, Кипренский изобразил здесь вот литературную музу по имени Рата, вот, которая, ну, всегда вот у этой музы там в атрибутах либо значит, лира, либо цирца. У нее здесь лира. И вот в этом портрете Пушкин, он такой, ну, и гордый, и немножко печальный, и немножко как бы насмешливый. Это вот все в нем так вот вроде как прослеживается. И здесь вот есть, кто его знает биографию, конечно, они это все определили, выражение его лица на этой картине, как свидетельство того, что у него все-таки была очень такая еще неустойчивая ситуация в жизни. Вот это дело с его стихотворением Андрея Шенье, оно не закрывалось. Оно не скрывалось. Вот. Портрет понравился. Дельвик был в восторге. В восторге был Кипренский, в восторге был Александр Сергеевич. Но Кипренский, конечно, он обессмертил свое имя, то ли даже тем. Ну хорошо. Значит, в общем, этот вот портрет Кипренский нарисовал, и благодарность Пушкин написал ему вот такое благодарственное письмо, которое, оно звучит таким образом. Любимец много легкокрылый, хоть не британец, не француз, но создал ты, волшебник милый, меня, любимца строгих муз, и я смеюсь над могилой ушедшего века от смертных уст. Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне стих, оно гласит: я не унижу пристрастие важных они, так Риму, Дрездену, Парижу, известен впредь мой будет лик. Вот так он говорил, но я хочу еще сказать немножко вот про те портреты, да. Это вот портреты, которые создали его современники, это портреты, по которым знает буквально весь мир, каков был. Значит, настолько это точно изобразили оригинал, что родители, друзья, все они посчитали, что да, эти два портрета, они точно передают его облик. Вот. И сейчас у нас вот кто-то людей рисовал, и я хочу просто сказать вот о современниках наших, вот пушкинианов. В Пушкинских горах заповедники, всероссийский заповедник Пушкинский, там многие долгие годы работал наш соотечественник и наш современник Энгель Насибуллин. Может быть, вы слышали его фамилию, его имя. Он, к сожалению, в 20 году ушел у нас, пожилой человек. Он создал
очень много произведений у него, ну, так вот, если даже заглянуть в интернете, там куча, вот, ну, огромное количество его очень оригинальных рисунков, портретов Александра Сергеевича Пушкина. Вот. Он иллюстрировал многие книги, которые ну, вот, издавались и в этом дорогущем издательстве Вита, Вита Нова. Вот я хочу вам показать книгу Евгения Онегин 1983 года с иллюстрациями Насибуллина. Вы можете посмотреть, Насибуллин в 1991 году участвовал в Нью-Йорке в оформлении вот этой пушкинской выставки, первой пушкинской выставки на американском континенте. Вот здесь вот представлены фотографии с репродукции этого Игоря Шаймарданова. Это наш современник. Вы знаете, он долгое время жил в Пушкинских горах, работал. Вот, и у него они очень такие интересные. Они вроде как шаловливые, вроде немножко шаржистые такие. Но тем не менее, вот можно посмотреть и увидеть. У него там просто серию, там же написано, да, «Деревенский Пушкин». Да, это там у него серия «Деревенский Пушкин», где он там ходит с косой, где он там с Ариной Родионовной там прикрепляет скворечник, где он там с зайцами, где он там катается с горки. Есть у него серия Пушкин Ситцевый, здесь вот я не вижу, что это Ситцевый. Вот. Есть азбука Пушкина, вот там я вижу, там Михайловская. У него есть очень забавный такой рисуночек, тоже буква Г, каннибалово гнездо, где Пушкин сидит в гнезде на этом дубе, ну, можно сказать, там у коморья, который стоит, да? Вот, это так. Вот эти вот наши современники. Я хочу вам представить портрет, который вышит из нашей землячки. Землячкой, да, женщина, которая буквально в технике строчевого шитья на ткани вышила портрет Пушкина, он узнаваемый. Это, значит, сделан по теме портрета Пушкина кисти Ареста Адамовича Киприянского. Ее фамилия Григорьева, Лена Меркулиевна. Мне подарок сделали такой. Вот. И я под конец хочу прочитать вам коротенькое стихотворение, ну, отрывок из Евгения Онегина, это конец 2 главы. Мне было грустно мир оставить. Живу, пишу, не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, чтобы во мне, как лучший друг, напомнил хоть единый звук, и что-нибудь он сердце тронет, и сохраненная судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мною, быть может, сладкая надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и скажет: то-то был поэт. Прими мои благословения, благодарения, поклонник мирных ланит, о ты, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика. Спасибо за внимание. Большое за такое замечательное, обстоятельное выступление. Яна Яковлевна, человек энциклопедических знаний, она знает почти все о Пушкине. Пожалуйста, мы продолжаем наше мероприятие. Спасибо еще раз Татьяне Яковлевне, было очень интересно. И я думаю, тут собрались все именно любители Пушкина, все знатоки Пушкина, да, и поэтому, я думаю, тут тоже почерпнули, наверное, что-то новое из рассказа Татьяны Яковлевны. Спасибо огромное. И сейчас я хочу представить вам одного замечательного человека, ну, который, я думаю, что известен очень многим. Это известный коллекционер, пушкинист. Это Агафья Семеновна Федорова со своей прекрасной внучкой Марией. Мария Григорьевна. Да? Мария Григорьевна, вот так вот, да? Ну, Агафья Семеновна и Мария Григорьевна. Ну, да, я думаю, что вы даже вот обратите внимание на футболки вот их, да, какие замечательные футболки с изображением Пушкина. Вот они вот такие вот, прямо сказать современными словами, фанаты Пушкина вот пришли к нам сегодня, да. Спасибо вам всем огромное. Все обратили внимание, наверное, на выставку Агафьи Семеновны. Ну, это еще не вся коллекция, конечно, нашего известного пушкиниста
Агафьи Семеновны. Еще, ну, большая часть коллекции, как она сказала, находится в ДК Кулаковского. Поэтому, конечно, кто еще не посмотрел, надо обязательно посмотреть. И вот все, давайте представляем слово им. Мария Григорьевна и Агафья Семеновна. Александр Сергеевич Пушкин. Я помню чудные мгновения, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, томление в грусти безнадежной, тревога шумной суеты. Звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв нечестный, Россия прежней мечты, и я забыл свой голос нежный, твои и твои небесные черты. В глуши во мраке заточений тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и слезы, и жизнь, и любовь. Главное, как будто бабушка читает. Я бабушка. Сначала она пришла сюда и говорит, тело у меня волнуется, а сама не волнуется. Тело говорит. Так, я очень коротко расскажу про свою коллекцию. От чего я начала свою коллекцию. Каждый из нас с детства начинает что-то осознать, начинает читать, значит, интересоваться. В детском садике нас учили в то время необразованные, ну, безобразованные, так-то, да? А потом в школьные годы мы все проходим по программе Пушкина в 6 классе, да? И там у меня очень любимое стихотворение было «Бурем глой небо кроет». И очень выразительно я читала это стихотворение на школьном конкурсе, и меня взяли на, как называется, на поездку в соседнюю деревню. И когда я читала это стихотворение на сцене, бурем глой небо кроет, просто и свет ушел, а раньше у нас свет обязательно пойдет, да? И темно стало, и дети стали баловаться, но все равно я не выхожу, потому что 2 раза прочитала это стихотворение, потом кто-то свечку затащил, и свет пришел, но дети слушали потом внимательно, потому что артистка-то стояла не ходя, все равно читала, дочитала. И я влюбилась в Пушкина, и постаралась наизусть изучать все стихотворения, которые изучали мы в школе. А потом в старших классах Евгения Онегина, и все мы девчонки мечтали о каком-то парне, деревня маленькая, из районного центра, какой-то парень придет, влюбится в меня, как и Евгения Онегина обязательно мы вспоминали, да, вот так. Это был пример такой. И в университете я сама математика, вообще филологии ни с того ни с сего у меня нету. Математику мы только решаем, да и мы сухие люди, как говорят. Но когда у меня 2 девочки родились, сейчас одна у меня врачом работает, а другая филологом все-таки стала. Она сейчас 18 лет живет уже. Филологию японского языка закончила, и в Японии в Токио живет и работает успешно. И я читала именно сказки Пушкина и стихотворения, как это внучки обязательно наизусть изучали. Несколько стихотворений подряд. В любом празднике они читали. И любовь
Пушкин у них уже с детства, поэтому потом я начала собирать статуэтки. Статуэтки у нас раньше продавались в доме торговли, почему-то никто не покупал, но ну и дешевле стоили они тогда. 3 рубля, 5 рублей, вот так. И статуэтки мои много очень, сейчас они Кулаковского, и все они советских времен почти. А сейчас, если выписываешь, то уже 10 тысяч уходит, 5 тысяч уходит. Это нам, пенсионерам, не по карману, да? Поэтому потихоньку у меня прибавилось вот это все. То есть, начиная с студенческих лет, я собираю это Пушкина, то, что связано с Пушкиным. Я когда иду в другом городе, бываю, обязательно захожу в книжный магазин и обязательно спрашиваю, а Пушкина что-нибудь есть? Вообще о других вообще забываю. Хотя я люблю стихи читать о других поэтах русских. И я очень люблю читать наших русских поэтов стихов. Поэтому на старости лет, где-то 10 лет тому назад я начала писать стихи свои. Есть посвященные Александру Сергеевичу Пушкину, и статьи пишу, но нигде не печатаюсь, потому что это мое удовольствие, говорю, и своим школьным, вот мои однокурсники почти все работают в школах, и они приглашают в школах, и своей выставкой я иду в школах, а дети очень радуются, когда увидят такие экспонаты. Особенно нынешние ничего говорит, они не читают, они не знают. А когда вот так наглядно показываешь, очень они интересуются. Поэтому я всегда говорю спасибо нашим учителям, которые нас учили в то время. Сейчас не знаю учителя, как учат, но в то время очень хорошо нас учили. Например, Зарина Никитина у нас учительница с большим стажем русского языка и литературы. Она очень понимает, мы обмениваемся, да, пушкиняны. Вот так. И я пригласила всех наших вот этих коллекционеров, которые интересуются именно пушкинями. У всех есть коллекции дома, и мы всегда показываем друг другу, обмениваемся. Вот недавно был съезд коллекционеров, там очень здорово мы показывали все свои коллекции. Вот так, короче. Спасибо большое. Мы очень рады, что вы у нас. А теперь слово предоставляется Софье Иннокентьевне Барановой, заслуженной артистке Республики Саха, режиссеру, пожалуйста. Я драматург и художник, и актриса, и народный мастер. Спасибо за приглашение. Очень рада такому моменту, что только вот сейчас познакомилась с вами, с вашим творчеством, несмотря что у вас профессия совершенно. Да, вот действительно, то, что нас связывает с Пушкиным, не только с Пушкиным, вот мы сегодня разговаривали, в изобразительном искусстве, вот целая книга. А я была, вот, говорю, в Пятигорске в прошлом году, отдыхала, а там есть музей Лермонтов в изобразительном искусстве. Это что-то такое. Всегда надо побывать в таких местах. Раньше, когда дети были маленькие, почему я с детьми там вот начинающих, да, мы тоже ездили по всем местам пушкинским, да, снимали даже домики возле Финского залива, ездили. А дочка, которой уже 40 лет, она в детстве вот как-то не пошли в музей посмотреть именно Ленина, мавзолее. Долго-долго ждать надо было. И она там играет, ходит и кричит, говорит, слышу голос дочки, говорит, муж рассказывает. Я больше всех на свете люблю Юрия Гагарина, дедушку Ленина и Александра Сергеевича Пушкина. На всю
на всю Красную площадь. Да? И вот, девочку позовите ко мне. А? Вот девочка. Машенька, подойди-ка сюда. Вот я сейчас прочитаю сказку о медведихе. Когда я читала своим детям эту сказку, посиди, он говорит: ой, мама, а мне плакать захотелось. Говорю: да, ну ты сейчас не плачь, ты только послушай, ладно? Ладно? Это незавершенная сказка о медведихе, так и называется. И, кстати, вот тут слова, если мы заметим, все старославянские. Да. Он очень любил, к сожалению, это поэма незавершенная. Я раньше знала такие произведения наизусть. Вы извините, уж когда идут, но я речку буду поглядывать. Как весенней теплою порою из-под утренней белой зорюшки, что из лесу, из дремучего выходила медведиха с милыми дедушками, медвежатами, погулять, посмотреть, на себя показать. Села медведиха под белой березою, стали медвежата пробеж с собой играть, по муравушке валяйтеся, боротися, кувыркайтеся. Отколь не возьмись, мужик идет. Он в руках несет рогатину, а нож-то у него за поясом, а мешок-то у него за плечи. Как завидела медведиха мужика с рогатиной, заревела медведиха, стала кликать малых дедушек, своих глупых и медвежатушек. Ах вы, дедушки, медвежатушки, перестаньте играть, валяйтеся, боротися, кувыркайтеся. Уж как знать, на нас мужик идет. Становитесь, хоронитесь за меня. Уж как я вас мужику не выдам, и сама мужику выем. Медвежатушки испугались, за медведиху бросались, а медведиха осержалась, на дыбы подымалась, а мужик-то он загадлив был. Он пускался на медведиху, он сажал на нее рогатину, что повыше пупа, пониже печени. Глянулась медведиха, а сырую землю. А мужик-то ей брюхо порол, да шкуру сымал. Малых медвежатушек в мешок поклал, а поклавший-то домой пошел. Вот тебе, жена, подарочек, что медвежья шуба 50 рублев, а то, что вот тебе другой подарочек, трое медвежата по 5 рублев. Незвоны пошли по городу, пошли вести по всему по лесу, дошли вести до медведя чернобурого, что убил мужик его медведиху, распорол ей брюхо белое, брюхо распорол, да шкуру сымал, медвежатушек в мешок поклал. В ту пору медведь опечалился, голову повесил, голосом завыл про свою государушку, чернобурую медведиху. Ах, кто свет моя медведиха, на кого ты меня покинула, вдовца печального, вдовца горемышного. Уж как мне с тобой, моей боярыни, веселой игры милых дедушек не качати, не баюкати. В ту пору звери собирались к тому ли медведю, к боярину,
Приходили звери большие, прибегали тут зверишки меньшие. Прибегал тут-то волк дворянин. У него-то зубы закусливые, у него-то глаза завистливые. Приходил тут бобр, торговый гость, у него-то бобра жирный хвост. Приходила ласточка-дворяночка, приходила белочка, княгинечка, приходила лисица, подъячиха, казначеиха. Прибегал тут зайка смерть, зайка беленький, зайка серенький. Приходил скоморох, горностаюшка, приходил тут игумен, байпак. Живет он байпак, позади гумен. Приходил целовальный еж. Все-то еж он ежится, все-то он щетинится. Это, к сожалению, незавершенная поэма, но относится к поэмам. Да? Много произведений, много детских произведений Пушкина, Александра Сергеевича Пушкина. А теперь я прочитаю более уже серьезную поэму «Отрывок», монолог Заремы Грузинки из Бахчисарайского фонтана. Родилась я не здесь, далеко. Но минувших дней предметы в памяти моей до ныне вырезаны глубоко. Я помню горы в небесах, потоки жалики в горах, непроходимые дубравы, другой закон, другие нравы. Но почему, какой судьбой я край оставила родной, не знаю. Помню только горы и человека в вышине над парусами. Страх и горе давно не чужды были мне. Я в безмятежной тишине в тени гарема расцветала, и первых опытов любви послушным сердцем ожидала. Желания тайные мои сбылись. Гирей до мирной неги войну кровавую презрел, пресек ужасные навеки и свой гарем опять узрел. Пред хана в смутном ожидании предстали мы. Он светлый взор остановил на мне в молчании, позвал меня, и с этих пор мы в беспрерывном упоении дышали счастьем. И ни раз ни клевета, ни подозрения, ни злобной ревности, мучения, ни скука не смущала нас. Мария, ты пред ним явилась. Увы, с тех пор его душа преступной думой омрачилась. Гирей изменою дыша моих не слушает укоров, ему докучен сердце стон, ни прежних чувств, ни разговоров со мною не находит он. Ты преступлению не причастна, я знаю, не твоя вина. Итак, послушай, я прекрасна. Во всем гареме ты одна могла еще мне быть опасна. Но ты любить, как я, не можешь. Зачем же хладной красотой ты сердце слабое тревожишь? Оставь Гирей мне, он мой, на мне горят его лобзания, он клятвы страшные мне дал, давно все думы, все желания Гирей с моими сочетал. Меня убьет его измена. Я плачу, видишь,
Я колено теперь склоняю пред тобой, молю, винить тебя не смея, отдай мне радость и покой, отдай мне прежнего Кирея. Не возражай мне ничего, он мой, он ослеплен тобою, презрением, просьбой, тоскою, чем хочешь, отврати его. Клянись, хоть я для Алкарана между невольницами хана забыла веру прежних дней, но вера матери моей была твоя. Клянись мне ею, Зарему возвратить Кирею. Но слушай, если я должна тебе, кинжалом я владею, и я бы из Кавказа рождена. Спасибо за внимание. Спасибо, Софья Иннокентьевна, за такое прекрасное чтение Александра Сергеевича Пушкина. Вообще здорово. Конечно, артисты Сахатеатра — это, конечно, высший класс. Спасибо огромное, Софья Иннокентьевна. И сейчас я хочу представить тоже очень замечательных и талантливых людей. Это Никонова Мария Романовна, отличник образования Республики Саха-Якутия, и ее прекрасные внучки Лена и Ильяна. Пожалуйста. Праздником, дорогие почитатели таланта великого Пушкина. Хочу представить, заранее я извиняюсь, мы с дачи приехали, так что вы нас извините, поздно узнали про это объявление. Ага. Хочу представить вашему вниманию стих собственного сочинения на родном языке. Пушкин, Якутская. Он появился, когда вот это в 200 каком-то столетию Пушкина на площади Ленина были выставлены ледяные фигуры, и там была скульптура Пушкина. И вот под впечатлением этого случая у меня появился стих. Пушкин, Якутская. Бүгін сасқы сандал күн, саған серегер жеттір, ар-сарға атырбыт, ұлы поэтым Пушкиным, болосаққа қоратым кеңгер, мостан, чочулан, мұғылдан, ара сөгінен күлмірден, ән бүгін қаттан діліннің, тоқтан чумпырын тұрдым мен, кене омноллыға мүсілін аттығар, әлбәғі санатымның, оғаймақ сөбілән ағырын, түріп бүттерім керақсийлерін, әбәләқ әм сөгіріянлерін, о, олысты сүті кереген, üyeleri uğurdur kıhtaqın, çok öğütten sübbeden Allah'ın. Bugün saskı sandal gün, sahan seriger ılcıttır, al-sarga atırбыт, ulu poetim Пушкиным. Александр Сергеевич Пушкин. Птичка. В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку пускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешению. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творению я мог свободу даровать? Александр Сергеевич Пушкин. Лесом. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий, на небо ночь мутна. Еду в чистом поле, колокольчик день-день-день. Страшно поневоле средь неведомых долин. Эй, пошел ямщик, нет мочи, коням барин тяжело, югом мне слепает очи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле без нас сводит видно, да кружит по сторонам. Посмотри, вон играет, дует, плюет на меня. Вон теперь поврат толкает одичалого коня.
Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий, мутное небо ночью дна. Мчатся бесы рой за роем, в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне. Благодарим за внимание. А мы вам вот такие вот у нас отличники образования. Еще и стихи пишут такие замечательные, и такие озвучки замечательные. Спасибо вам еще раз огромное. Стихотворение очень хорошее. Сегодня, кстати, вот Агафья Семеновна говорит, что ее стихи не печатают. Я сегодня разместила ее стихотворение, посвященное Пушкину, на телеграм-канале Литературного музея. Вот. И теперь я хочу вот представить еще одно, значит, видео, очень интересное. Это Арольд, господи, имя-то его. Арольд Пижат. Так, сейчас я вам покажу. Арольд Максим. Сейчас мы поставим видео, пожалуйста, видео Арольда поставьте. Это француз, его многие очень знают. И это из хроники нашего литературного музея. Максим, так. Арольд Бернард Жан Можер читает стихотворение Пушкина «Цветок». Это, вы его, может, многие знаете, он здесь у нас в Якутии жил, преподавал, но не знаю, сейчас он есть или нет, это из архива я взяла. Он мне присылал, это где-то в 2020 году во время пандемии, я у него попросила, он тогда работал учителем французского языка в международной арктической школе, и, пожалуйста, посмотрите. La petite fleur. Petite fleur sans odeur, toute fanée, que je trouve dans ce livre oublié, et déjà me voilà partie en toutes sortes de rêveries. Où a-t-elle fleuri? En quel printemps? Combien de temps? Cueillie par qui? Une main étrangère ou amie? Et pourquoi l'a-t-on mise ici? En mémoire de tendres entrevues? D'une rupture inéluctable? Ou fruit d'une promenade solitaire par les champs et par les bois? Tous les deux, sont-ils encore en vie? En quel coin de terre aujourd'hui? Ou serait-il déjà tout flétri, comme la petite fleur inconnue? Прекрасный французский мужчина появился в нашем мероприятии, да? И сейчас я хочу предоставить слово еще одному очень талантливому человеку и любителю русской словесности, любителю поэзии Пушкина, Розалии Иннокентьевне Поповой, отличнику образования нашей республики, почетное звание у нее есть учитель учителей и почетный ветеран системы образования. Вот, пожалуйста. Спасибо. Аңбастан барқытын бүгінгі Пушкин кітабы күнінен бүгінгі Пушкинге сүгіриячілер маңны кәлен бары сұлықылынан әбделейдің онына наға үшігей бұл беседі бұқты көсігі бары Пушкингі қаттаршылар, сүгіриячілер онына келі тұғынан живое слово прозвучало. Делен вообще келе кәпсетер общениеға келе келеге ғарырдағаны абаябық келелер. Мен болағына кәпкесте бақтысылығы төрденші ғылылелердің, оны де Иван Горна egen білербет болу, қарағынан көріпі, инделит, онына белгесте бақтысылығын бейінсетті ғылдар қызылығын недалынан білербеті, онды gelsin институту бар дипломына бітер. Келен онына көрпетті росболалар математика жылығына білербеті. Келіп алдықтан у каждого писателя свой Пушкин бар, и у каждого человека. Оны болғана Иван Горный сәстәк болғана. Оны кенебейді Пушкины қайта қанбастан ұлымыздың тұғынан қоғамдылар мен Пушкинім ден. Оны болғаны туар ассоциативное мышление ден, да? Бірі Пушкин дәдәк бітінен, екі мағын әдәпет жауаптар, оны деді бұл енді ойын небі қырқы еткен бұл. Әдәк болғаны оғылдан болғаны лукоморье, тут зеленый, медячий, у каждого хамдера қоғамды өтінеді. Мен білген ол ете Иван Горна кенен арақын қайдалатын әнісі бұл қанна кәлеммегеде
Я была рождением, это не сыном, опять-таки, в связи с возрастом, он была сыном. Так, и вот она, Пушкин, Ханну, Пахану, Эйдербюдün, Berat Eder'ine. Min öydüğün ciddi dügeni, en miyehe manlayı gelbettin, min orçalarda göredim. O, idi barımına ne dedim? O, rahat bağ oskola, uançalar semik oğullar, korus konular kalan boğalan, en miyehe kilbedin sürekler. O, kayılarım o da buydu neydi o? Ondan doğru. В общем, если она осколага не дойдем, били истинно похоронным видим бардинете. Това билетleri повалетете. Görüş balık olaylar moraha diyen balıkın ülkeleri ondan min karamı muğda sürdere diyen ondan kemere kere kemi güden Sebenarnya dengan pukulan kamu, atau kau nggak jadi itu kamu kan? Ibarat kita pukulan pada lakukan keramahan, akibat. Mingguan kemata kapanan, berkah kejutan di, kamu kapanan, kamu ketulan lagi. Tapi bukan apa bu kuyuğu, bu havlan sabahın, enseler bayramın, gelişsin enkeli sabahın. Tatlıyım, gök bayan sağınan, yorgunum sirekli dağların, bu da yok manlık sağınan, sokkullar cerenkey dağların. Ивана Пита, почитал от Отусовета, незаслуженно репрессированный якутский начинающий поэт, он был Пушкина, не одним из первых переводов. И при том очень талантливые, очень хорошие переводы были. Он то не видел поэмата. Пушкин Евгений Онегин поэмату курду, Онегинская строфа, то спорит была Ивана Питакена, и поэмату, гундар поэмата, амонимическая рифмания. И рифмания бьянат гимада, Виктор Вамер. Теперь амонимическая рифмания была тоже теперь. Ванна Тохихани был музей директором Ханшвей, был телевизор Махтал, ванна был экспозициялар, выставкалар, был Ханшвей олах поклонника таланта Пушкина. Физики лирики были, хотя они не литераторы, просто Ханшвей олах глубокие знания, Ханшвей пилили биографические такие редкие вот этот день, каким тухумарием колобра, говорят, он Пушкина не видят полностью, и туастан Михайловская генеральная банда, где олов подробно как всякие нахождения. И он там художественное звучание Пушкина не нахождение. Просто не нахождение. Юрий-Виктор говорит, можно выглядеть. Спасибо, Розалия Иннокентьевна, большущая. И, значит, еще кто-нибудь есть желающие выступить? Ну ладно, тогда мы подходим к завершению. Сейчас я предоставлю слово Анне Ивановне, нашему известному писателю тоже, Анне Талантливому, и ведущей сегодняшнего мероприятия. А я хочу просто сказать очень интересные, да, которые я как-то тоже мы делали программу, мероприятие по Пушкину, и я нашла такие стихи Марины Цветаевой. Гигантова крестника правнук Петров унаследовал дух, и шаг и светлейший, и светлый взгляд, коим поныне светла. Последний, посмертный, бессмертный подарок России Петра. Поэтому вот есть связь, это стихи Марины Цветаевой. Петр I, значит, араб-каннибал был пленен, да, и был крестником Петра I, и поэтому она
пишет, что он был последний, посмертный, бессмертный подарок России Петра. Очень хорошие стихи, в 1931 году написаны Мариной Цветаевой. Все, я передаю микрофон Анне Ивановне, и мы завершаем. Сейчас мы предоставляем видео, присланное армянской писательницей, солнечным автором Еленой Асланян, лауреатом международных конкурсов. Она у нас участвует в различных мероприятиях. Мы очень рады, что она у нас сегодня в гостях. Это приветствие из Армении, солнечной страны. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся во дворе Ереванской школы имени Пушкина, в самом центре города, рядом с метро Молодежная. Творчество Александра Сергеевича Пушкина любили в Армении, любят и будут любить, потому что в этой гениальной поэзии есть все ответы на все вопросы, которые волнуют человека. Но кроме вот этого уровня есть в поэзии Пушкина есть еще другой уровень, где в зашифрованной форме он нам передает сакральные знания. И его можно назвать посвященным. Вот такой уровень зашифрованной информации, зашифрованным пророчеством есть и в стихотворении, которые мы все знаем с детства. «Отмстить неразумным хазарам». Я уверена, что для многих это стихотворение, которое мы все учили в школе, оно зазвучало совершенно по-новому в 2023 году. Как ныне сбирается вещи Олег отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам. В дружиной своей в цареградской броне князь по полю едет на верном коне. Из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник, покорный Перуну старик одному, законов грядущего вестник, в мольбах и гаданиях проведший весь век, и к мудрому старцу подъехал Олег. Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною? И скоро ли на радость соседей врагов могильной засыплюсь землею? Скажи мне всю правду, не бойся меня, в награду любого возьмешь ты коня. Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен. Правдив и свободен их верный язык, и с волей небесную дружен. Грядущие годы таятся во мгле, но вижу я жребий на светлом челе. Я думаю, что вы все продолжите сами наизусть говорить это гениальное стихотворение, постигая всю глубину пророчества Александра Сергеевича. Спасибо. Это вам отправили, да? Да, это из Армении мы дружим. Передайте большое спасибо, что они почитают Пушкина. Вот сравните с Грузией, что творится, что Украина говорит страшно, вообще страшно слышать, правда? А передайте большое спасибо от наших почитателей. Спасибо. Она член бразильской гильдии, которая объединяет писателей, поэтов, музыкантов, художников со всех стран. Я очень рада, что она была с нами. Это как бы приветствие от бразильской гильдии. Пушкин – это для всех времена. Для всех народов. А сейчас вы могли бы ответить вопросы на нашу викторину? Такие вот вопросы. Какое образование получил Пушкин? Да, совершенно верно. Это лучший. Он учился 6 лет. Это была резиденция Чистого университета. А друзья самые близкие к Пушкину? Это вот надо сказать, что Иван Иванович Пушкин, он оставил сильнейшие воспоминания о Пушкине. Вот. Они были написаны в 1858 году, когда он вернулся в Сибирь, вместе с Пушкиным, где провод 28 лет назад. А теперь, как звали жену Пушкина? А где они провели первое лето после свадьбы? Полотняное. В Царском селе с мая 831 года, это было тревожное время, Пушкин опасался большой Запорожской войны, нового похода и вновь против России.
И в это время он как раз обратился к историческим исследованиям, а в июле 1831 года он получил официальное известие, что ему разрешается пользоваться государственным архивом для написания истории да. А произведение Пушкина, которое вам известно, спасибо вам большое за да, пожалуйста. Хотя бы я еще не Сейчас, знаете, если вы хотите, да, если вы хотите, я не хочу сфотографировать. Да, общее фотографирование у нас обычно сейчас. Давайте, пожалуйста. Вот вы представляете такие слова, которые употреблял Пушкин в своих поэмах и сказках. Значит, и пошел на край долины, море искать дичину. Кто искал царевич? А чего? И пошел на край долины.